Через некоторое время показалась автомашина и вышел генерал Гейдар Гаджиев с охраной. Айза, расталкивая охрану, кинулась к Гаджиеву и крикнула: «Подождите минутку». Когда Айза приблизилась, произошел мощный взрыв. Закричали женщины, прибывшие за мужьями и сыновьями. С воздуха падали куски человеческих тел. На месте погибло 2 охранника Гаджиева. Сам генерал был тяжело ранен, выбиты глаза, оторваны рука и нога. От беременной навсегда уже юной Азы остались голова да волосы. Куски тела ее и будущего младенца разбросаны по земле. Генерала срочно отвезли в Ростовский военный госпиталь. В течение 2 суток со страшными муками умирал этот изверг. Командование российских войск в Чечне оправдало генерала Гаджиева. Мол, где не бывает ошибок, а он человек жесткий и решительный. Навел порядок в Урус-Мартане, не щадил никого. Ваххабитское логово в Урус-Мартане раздавил. Ах, как часто это бывает, наводя порядок, не мудрено дать им маху. В 2000 году в Урус-Мартане назначили военным комендантом генерал-майора МО РФ Гейдара Гаджиева. С первых дней пребывания в должности Гаджиев стал зверствовать. Каждый день проводил неконституционные зачистки по району. Забирал всех подряд, начиная с 12-летних подростков. Задержанных избивали и пытали фашистскими методами. Проводились бессудные расстрелы прямо в помещении комендатуры. Изуродованные трупы разбрасывали по окрестностям населенных пунктов района с целью нагнать страх на жителей или обвинить боевиков в убийстве. Сами убийцы выезжали на место, где, обнаружив изуродованный труп, проводили следственные мероприятия. Задержанных и трупы продавали за бешеные деньги близким родственникам через посредников. А посредниками у Гаджиева были глава администрации района Эш Ясуев и его заместитель. У всех задержанных выбивали информацию о знакомых, родственниках и соседях. На расстрелянных жителей района списывали информацию, полученную при пытках от агентуры и спецслужб, а в большинстве случаев просто сочиняли легенды, чтобы оправдать свое преступное беззаконие в районе, с целью разговорить задержанных и стравить чеченцев между собой. Гаджиев с подчиненными до полуночи избивали, пытали и расстреливали задержанных. А потом Гаджиев отправлялся к главе администрации района Ясуеву пьянствовать. На следующий день после обеда приезжал снова в комендатуру, прилично под градусом. На очередной зачистке Урус-Мартана задержали мужа Айзы Газуевой по имени Алихан, который был дома. Месяцев 6-7 назад он женился на 19-летней Айзе. И поскольку жена забеременела, Алихан ей помогал, не давая трудиться. Российским военным чем-то не понравился Алихан. Его схватили, закинули в БТР и увезли. Целый месяц держали в комендатуре, каждую ночь избивая и пытая, в традициях гестапо, требуя признать, что он боевик или ваххабист. Потом Айза выкупила мужа, через посредников Ясуева заплатив $1500. Алихан лечился, жил на таблетках и никуда из дома не выходил. Айза несколько месяцев назад пережила убийство родного брата Вахида, который в 1996 году подорвался на российской мине, когда искал заблудившуюся корову. В 16 лет Вахид стал безногим инвалидом. Однажды Вахид на костылях пришел в центр повидать друзей-одноклассников. Возле автостанции он заметил 5-6 российских солдат и начал переходить через дорогу. Видя, что они распивали спиртные напитки и курили, сработало в голове: вот сидят, пьют водку и курят, мне надо их обойти. Вахид с трудом заковылял на противоположную сторону. Тогда один из солдат крикнул: «Мало тебе оторванные ноги, ты еще прыгаешь, как козел». Вахид с ненавистью посмотрел на этих горе-солдат и, ничего не ответил, спешил удариться. Тогда тот же солдат безо всякой причины выстрелил в спину Вахида. Остальные громко смеялись. Вахид упал, корчась и мучаясь. Через четверть часа скончался. Люди боялись смотреть на Вахида, а солдаты спокойно ушли в сторону комендатуры. В конце ноября при очередной зачистке БТР и Урал подъехали к дому Газуевых, Айзы и Алихана. Как бешеные псы, солдаты выскочили из БТРа и Урала и окружили дом. Потом в помещении ворвались несколько военных, перевернули все в доме, взяли телевизор и видео. Тогда Алихан удивился и спросил: «Вы что делаете? Вы боевиков и оружие ищете? Или же аппаратуру?» Бросив телевизор и видео на пол, военные схватили Алихана и, надев на голову черный целлофановый мешок, затолкали в БТР. 27 ноября Айза Газуева пришла в комендатуру узнать, за что задержали ее мужа.
Генерал Гайдар Гаджиев, выражаясь нецензурно, всячески оскорблял, прогнал Айзу с помощью своей охраны. Но 28 ноября российские военные по приказу генерала Гаджиева доставили к нему беременную Айзу Газуеву. Озверевший Гаджиев, изъясняясь одоборным матом, накинулся на Айзу, схватил за волосы, требуя признаться, что ее муж ваххабист. Когда Айза сказала: «Вы меня можете убить, но мой муж не имеет никакого отношения к ваххабистам», то всесильный генерал несколько раз ударил Айзу, за косы потащил в соседний кабинет. Там на полу лежал Алихан, весь посиневший с изуродованным лицом. Айза сразу не узнала мужа. Затем она зарыдала и заплакала, умоляя отпустить Алихана. В ответ на это генерал Гаджиев схватил нож и хладнокровно спорол живот Алихана, а затем схватил за волосы Айзу и макнул ее лицом прямо распоротые внутренности Алихана. Потом на глазах у беременной женщины Алихан долго и мучительно умирал. Над ним стояла Айза, умытая кровью мужа, растерзанного российским генералом. Когда Алихан умер, Айза упала в обморок, после чего военные комендатуры вернули ее домой и, бросив на пол, ушли. В тот же вечер Айза купила взрывчатку у российских военных, стоявших на блокпосту. 29 ноября Айза обвязала себя взрывчаткой и пошла в военную комендатуру мстить за мужа. Молодая Айза уничтожила изверга в генеральских погонах и заклятого врага всего чеченского народа. Она отомстила не только за брата и мужа, но и за всех жителей Урус-Мартановского района, которые были избиты, унижены, покалечены или расстреляны в военной комендатуре. И ею гордится и оплакивает Чечня. Каждую вторую девочку называют именем Айза. Она вошла в память и в историю чеченского народа. Мало кто задумывается над тем, почему в Чечне появились смертницы, шахидки. Политики и СМИ России преподносят легенды, сочиненные с целью уйти от ответственности за военные преступления. Сегодня весь мир называет эту войну контртеррористической операцией в Чечне. Оскорбленные, опозоренные молодые девушки идут мстить варварам за унижение, которое можно смыть только кровью варвара. Называют их смертницы, шахидки, камикадзе. За каждой мстительницей есть правда и историю, которую невозможно опубликовать, так как за любой подобной ситуацией стоят спецслужбы и военные Российской Федерации. Да будет доволен тобою Аллах, Айза, а мы будем помнить тебя вечно.